мероприятие, которое должны были еще провести еще в прошлом году, в конце прошлого года, когда наш клуб выпустил очередной третий сборник стихотворений и прозы, сборник клуба «Алый парус. Дорогой добра». Сюда вошли 19 авторов со своими вещами, будь это стихи, или проза, или рассказы, или повести. Могу напомнить, что наш клуб в прошлом году справил пятилетие, отмечал пятилетие. И что такое клуб «Алый парус»? Обычно говорят, загляните в интернет, и вы сразу все узнаете. Нет, не у всех интернет есть. «Алый парус» — это постоянное заседание, это дискуссии, статус клуба дискуссионно-поэтический на различные темы. Вот, например, недавно у нас было заседание, которое проводил представитель Академии наук, поэт Олег Улешов, который нам рассказывал непосредственно о нашей коми-культуре, о поэзии. Точно так же в этом году была встреча, например, встреча с интересными людьми, была встреча с Сергеем Журавлевым, с нашим поэтом. Так. Было выездное заседание, где мы узнали про нашу коми-культуру, непосредственно посмотрев, как эта культура развивалась. Также и встречались с дочерью Альберта Валеева. Это непосредственно темы на музыкальную тему. Одна тема у нас была, например, посвящена в этом году русские романсы. Следующая тема в плане поэзии. Завтра у нас следующее заседание, завтра в 3 часа, если кто желает, она посвящена Максимилиану Волошину. Вы узнаете и о том, какая конкретно жизнь у него обширная была и очень интересная, какие стихи, и вы даже увидите клипы с музыкой на слова Максимилиана Волошина в исполнении наших оперных певцов, эстрадных певцов и иностранных даже. Вот есть там клип, по-моему, там одна француженка поет. Так что стараемся быть и не отступать. В частности, встречи, вот если у нас встречи с читателями, мы устраиваем каждый месяц в кинотеатре «Октябрь», это центр досуга «Октябрь», музыкально-поэтические вечера на различные темы. Будь это о поэте, о родине, о детях, на разные темы. Точно так же и выезды бывают. Последний у нас выезд был, это в общество инвалидов, это в общество слепых, где мы давали как раз непосредственно свое, знакомились со своими стихами и о жизни клуба. Ну, если вам интересно, мы начнем. И если вы хотите участвовать, нам дают 2 часа. Вы можете точно так же и демонстрировать и свои стихи, стихи любимых поэтов. Это тоже интересно, потому что у нас все-таки поэтическая презентация, поэтическая. В частности, самое главное, мы говорим о стихах, об этих стихах, которые вошли в этот сборник. Так? И вы можете точно так же и интересные вам стихи тоже прочитать, если хотите, если желаете. Потому что мы очень много отошли от своей культуры, от своей поэзии. Сейчас человек очень мало читает. Для него есть интернет, ему и книги не надо. Посмотрите, сколько продают сейчас книг, и никому не нужных уже, как они говорят. Все понятно. Итак, я первым приглашаю, молодым везде у нас дорога, я первым приглашаю Сергея Цегляева со своими стихами.
20. Знаете, что у нас была встреча, не встреча, а день города и День независимости. Вот. На одной стороне у нас был гала-концерт возле центральной гостиницы, а с другой стороны, возле Дома быта, там как раз дали площадку для читающих. И вот народ мало, наверное, об этом знал, и не так много было людей. И вот Сергей в небольшом количестве людей, которые там демонстрировали свои стихи, он как раз держал эту площадку на своих руках. Пожалуйста. Стихотворение, оно было поближе и громче, вот сюда, ближе. Громче. Нас не все хорошо слышат. Плохо слышим. Стихотворение было опубликовано в газете, и оно есть в этой книге. Идет по улице девчонка, глаза подведены, и ультрамодная прическа, стальные каблуки. Пройдет, едва лишь только кинет, сверкающий свой взгляд. Пройдет и, может, обернется, и поглядит назад, где я шагаю себе дальше, весь в думу погружен. Она ведь так и не узнает, что я красой ее сражен. Высшая форма искусства, сказал мне художник Адем. Она в человеке затронет те чувства, которым он не господин. Она вдохновляет, она окрыляет, она помогает жить. Поэзия – высшая форма искусства. И понял я, нечем мне крыть. Тогда я, как дождик, посыпал стихами, наполнив текилой стакан. И мы говорили с ним очень долго, хоть каждый и не был пьян. Он душу выкладывал, как на бумаге, рисует простой карандаш. Ходил он в высокой ковбойской шляпе, был выше меня на этаж. Казался он умным и интересным, сознанием беседу он вел. А я, обычный поэт деревенский, на удочке слова я шел. Тут кто-то сказал, среди нас ФСБшник, и на меня показал. Художник замолк, и больше весь вечер ни слова уже не сказал. И фрукты рядышком лежат. Художникам не стоит пить, а надо больше рисовать. Но он не востребован художник, век технологий и машин. Будь ты хоть 100 раз безбожник, испробовавший 100 вин, бутылка будет точно так же перед художником стоять. И голых женщин тот художник все так же будет рисовать. Ольгу Юрьевну Никонову, которая тоже своими стихами недавно, ее не было, она была занята, и у нас было как раз мероприятие о Пушкине, и я прочитал «Болдинскую осень», отличные ее стихи, как раз на таком вечере, прекрасно прозвучавших. Люди, когда в зале люди, которые не живут только хлебом, мотоциклами, машинами, домами и телевизорами, они еще живут и духовно. Ведь такие люди, они тянутся к духовности, они просто не могут без нее жить. То же самое могу сказать о членах клуба «Алый парус». Люди, которые пишут, они не могут жить без пера и листа бумаги. Они не могут не излагать свои мысли, потому что мыслям тесно в их головах, переполненных всякими событиями, переменами, эпохами, воспоминаниями и всем остальным. Вот так вот, примерно так и рождаются стихи. Мысли в сознании роятся, мучают и достают. Представьте, что даже ночью они мне спать не дают. Но сейчас речь, конечно, не обо мне. Сейчас я хочу сказать о нашем 3-м сборнике, который вышел, значит, в этом чудесном клубе «Алый парус», который представляет интерес, потому что там собраны работы 18 авторов,
работы самобытные, работы непрофессионалов, работы поэтов, которые любят писать. В этот сборник попались мои стихи об осени. Они туда попали в количестве 6 стихов, в общем-то, и почему-то вот осень. Вот Болдинская осень, которая попала в этот сборник, да еще которую сейчас так отрекламировал Олег Викторович, попала еще и в газету, в журнал, не знаю, «Столица», да? Болдинская осень. Здесь муза средь стволов гуляет, и дух поэта оживает. Вот строчки тихо прозвучали, вдруг вспомнились и замолчали. Природа шепчет: заходите вы в дом поэта, посмотрите, где, как и сколько он писал, о чем мечтал и что искал. Вот стол с предметами дубовый, за ним он столько пережил, вид из окна красой багровой печально душу бередил. И столько вдохновенных строчек здесь зародилось под пером. К невесте, другу мелкий почерк, запомнив Болдина сей дом. Поэт сюда на месяц ехал, а задержался до зимы. И Болдинской зовется осень, и урожайными труды. Ну, это, конечно. А вот еще, значит, о поэте, который решил, под проливным, за окном идет проливной дождь, а он, значит, берет бумагу, карандаш, да, и начинает писать свои стихи. Стихотворение называется «Дождь за окном». Стена проливного дождя, порывистый ветер колючий, ветер шальной, скажи, когда разгонишь ты темные тучи? 4-е сутки сижу одна в домике стареньком очень. От печки теплая веет волна, смыкаются очи. Истома голову стала клонить, но спать не могу, понимая, время дается поэту творить, шуму дождя внимая. Если не выступлениями, то участием в различных конкурсах. В частности, был, например, конкурс, если знаете, газета «Про город», которая проводила. Вот мы там участвовали с Сергеем, пели там свои песни. Далее член клуба, самый активный член клуба Валентина Андреевна Исакова у нас участвовала в конкурсе «Как я встретил 9 мая 1945 года». И за это получила диплом 2-й степени. Но самое интересное, что она получила медаль газеты «Правда», в частности от Зюганова. Единственное, кто это получил за свою деятельность. И если кто-то у нас говорит, что вот в клубе вот старики, что-то там, или там молодые, могу сразу сказать, у нас в клубе нет стариков и молодых. У нас в клубе есть члены клуба, неважно какой они, какого возраста, самое главное, сколько они пишут и сколько вкладывают в душу своих стихов. Пусть даже мало, но все равно мы, как говорится, своей жизнедеятельностью толкаем. У нас есть член клуба, который почти не писал, и вот в частности недавно выступила и читала свои стихи, которые она все-таки написала. И я приглашаю сюда выступить перед вами нашего наиактивнейшего члена Валентину Андреевну Исакову. Прошу. Да. Четко и понятно. Значит, уже сказали, что меня интересует, конечно, тема война, поскольку я ребенок войны. И чисто, конечно, просто дала я свое стихотворение одно, и вот так вот они оценили. И вот дали мне даже, как говорится, медаль. Они повесили просто сюда. И вот это диплом, вы потом посмотрите. Так, ну, о войне не будем читать. Ну, так, пишу я на разные темы, вы знаете. Вот. И буду просто
подряд что-нибудь почитаю. О войне мы часто говорим, и много читала я уже, и так далее. Стремилась, мечтала, рвалась, во сне уносилась в далекие страны. Мечта, хоть частично, сбылась, объездила мир, была за океаном. Удачно изведав жару каленого калифорнийского лета, я в жгучий мороз детвору встречала на севере в Малицах, где-то почти что у новой земли. А мысли уносятся к Белому морю, где чудо, дворцы, корабли, как белые лебеди в летнюю пору. Европа, Венеция, Рим, Стокгольм и Париж. Путешествия эти подарком судьбы дорогим остались. Не зря пожила я на свете. Зимой в Калифорнии я в открытом бассейне могла бы купаться. Там рай, поразил он меня, но жить в тех местах не смогла бы остаться. Люблю Сыктывкар всей душой. Приятно, когда просыпаюсь я дома. Есть край свой, любимый, он мой, где я родилась. Земля моя, Коми. Под песню бушующей вьюги печально я севера дочь мечтала о солнечном юге. Иметь бы мне южный загар, стеснялась, что я белокожа. Хоть каплю от солнышка, дар, была потемнее я все же. Хотелось пантеры темней, и волосы, как у цыганки. От севера красок теней досталось чуть-чуть северянке. Изъездив, изведав жару стран южных, их черные ночи, от пекла хоть юркни в нору. Теперь я не рвусь даже в Сочи. Седых не боюсь я волос, они не видны у блондинок. Быть белым или черным — вопрос, между ними идет поединок. Ученых я слышала речь, что скоро исчезнут блондины на шаре земном. Не сберечь их мало, растают, как льдины. От нас не зависит процесс. Мы знаем, всесильна природа. Каких мир увидит принцесс, решает капризная мода. А я благодарна судьбе. Хоть я родилась северянкой, такой полюбилась тебе своей красотой, пусть не яркой. Сначала там рыбка. Ах, осень, ты опять стучишься в дверь, опять заплакала, не улыбнешься. Тогда и мне не весело, поверь, так неспокойно сердце бьется. Тебе обидно, что тебя не ждут. Весны всем хочется и лета. Весной мечтают о любви, поют, и каждый чувствует себя поэтом. За что, мила любима, всем весна? Ведь чаще от нее одни страдания. Она подчас холодна, надменно холодна и дарит всем пустые обещания. Душа, обманутая, на волнах несется вихрем в мироздании. Лишь осенью очнется ото сна, узреет истину, но с опозданием. Мечтаем мы о лете до поры, пока нам кажется, что нас ждет награда. Устав от зноя летнего, жары, блаженство нам осенняя прохлада. Ты не грусти, скорее улыбнись, и я с тобой печалиться не стану. Богатством золотым к нам повернись, как золотая осень Левитана. Не устоял печальный Левитан, он был сражен твоим великолепием. Слепит порой безбрежный океан нас буйством красок, от волнения слепнем. Лучами солнца косы заплети, на праздник позови
на бабье лето, осенними дарами угости, твоя краса поэтами воспита. То есть я оправдываю очень. Ну, сейчас мы всем радуемся тем, которые выжили, которые живы, участники войны, а я посвятила тем, которые пришли израненные и скоро покинули этот мир. Это посвящается моему отцу. Год 45-й, памятный, суровый. Мы с фронта ждем отца. Войне конец. Его все нет и нет, прошли все сроки, лишь осенью вернулся наш отец. Я школьница, исполнилось мне 8. Мне премия, тетрадь и карандаш. Отличница. Запомнилась та осень, когда отец домой вернулся наш. Его я знала крепышом здоровым. Отец красавец, синеглаз, плечист. Вернулся он худой, чужой, суровый. Я робко подаю похвальный лист. Ты, мать, скорее натопи-ка баню. Устало снял с плеча он вещмешок. Я с госпиталя вот. Мой путь был дальним. В Берлине там остался мой дружок. Мы вместе были, Николаем звали. Мы пехотинцы в танковых войсках. До самого Берлина дошагали, да вот погиб, остался в тех местах. Я ранен был, вонзились в бок осколки. Во мне сидят заразы до сих пор, они там спрятались, как стог иголки. Один свой нос уж высунул, как вор. Да может в баньке как-то полегчает, горит и воспаленное плечо. Осколок этот, может, раскачаем. Хочу, чтобы в баньке было горячо. Прости, отец, похвастаться решила. Тетрадка, карандаш, похвальный лист. Я тотчас поняла, что поспешила, и отошла, жуя капустный лист. Твоей мы скромности не замечали, как жаль, прошло с тех пор так много лет. Обидно, ордена твои, медали лежат, как прежде, а тебя уж нет. 3 ордена и множество медалей. Медали, почерневшие с тех лет, не выдержали ленточки, порвались. Но ордена не поменяли цвет. 3 ярко-красных, 3 звезды солдата. Без слов о многом говорят теперь. И Дня Победы, отмечая дату, отец, я плачу и горжусь, поверь. Вот. Я вам всего один день прочитаю, как дети жили. Именно я жила на Украине, наше село было под немцами почти до конца войны. А отец мой служил в партизанах сразу за селом, где-то там километров 5. Вот. Одно стихотворение прочитаю про войну, а потом уже полегче, чтобы не сильно. И весеннюю сказку. Да, у меня, конечно, стихов очень много про войну. Ну, мы, наверное, все дети войны, как я вот посмотрела. Я недавно в вашем обществе, так извиняюсь, мы дети войны, закаленные дети. И там родились, где взрывались снаряды. Никем не замечены были на свете. И выросли, словно полынь на рассвете, примято в степях, где промчались отряды. Отряды немецкие, пушки и танки, и все норовят нас совсем уничтожить. Лишь бабушки, мамы, да старшие братья уносят от малых мирские проклятия, хранят от погибели ангелы Божьи. Я помню ту длинную ночь в 45-м, когда забежал к нам отец перед боем, как гнали фашистов, почти что ребята, соседские парни, теперь уж солдаты, хоть громко канонады,
И с бешеным воем летели тяжелые бомбы с-под неба, и брызги кровавой земли поднимались, воронками поле родное вспахали, осколками вместо зерна засевали, и много солдат там навечно остались. Отец забежал, подхватил мою маму, прижался к единственной милой, любимой, как будто навеки прощался он с нами, прощался со своими 3 сыновьями. Ты, дочь, береги, он приказывал маме, высокий и сильный, в колючей шинели, меня подхватил и губами прижался, такой весь родной и любимый, как прежде, хоть был он в колючей и мокрой одежде, почуяло сердцем, со мной он прощался. Вдруг дверь распахнулась, бежали солдаты, у всех до единого, горели у всех до единого очи, такие, как он, и успел лишь губами прижаться ко мне и к заплаканной маме, и тут же исчезло все в сумерках ночи. И мама в порыве разлуки тяжелой взяла лапсердак и одела на плечи, и дверь распахнула, и тут оглянулась, увидела нас и с тоскою согнулась, присела на лавку в углу возле печи. 4 птенца на лежанке сидели, 3 сына и дочка, на маму смотрели, совсем беззащитны, но глазки горели, и ножки от холода в них посинели, и мамины волосы вдруг побелели. Но как их оставишь, как бросишь кровинок, ведь хлеба совсем не осталось, ни крошки, ни теплых вещей, ни штанов, ни сорочек, лишь мамин полосочку черный платочек, одни на троих рваные сапожки. Вот стала она, подошла к породятам и крепко, как крыльями, руки зажала, все тихо рыдала, нас обнимала, и к сердцу горячему всех прижимала, и подлых фашистов всю ночь проклинала. На теплую печку всех нас положила, всякими тряпками луку укрыла. Тут вместо подушек ядюшка дырява, вместо матраса солома кудрява, и быстро на печку под стенку забралась. Всех нас обняла и во снах затерялась. А где-то под утро завыли снаряды, летели они через наши избушки. В высотки стреляли немецкие гады, потом разрывались в лесу на опушке, и мама вскочила, нас разбудила, младшего брата в колыску вложила, даже меня туда как-то запхала, крепко веревками нас обвязала, всякими тряпками переложила, на папины санки нас положила, тетя и бабушка ей помогали, 2 пацанов они как-то собрали, ноженьки тряпками им смотали, вынесли санки гуртом на дорогу, а перед этим молились Богу, по рыхлому снегу все побежали, и тряпки на ножках давно потеряли, что-то кричали, куда-то бежали. Мы с Толиком в дырочку все наблюдали. Бабушка сзади за нами бежала. Если застрянем, санки толкала. Пули свистели и бомбы взрывались, но дети уже ничего не боялись. За взрослыми быстро и молча бежали, и санки толкали, тянуть помогали. А бабушка сзади все Бога просила, чтобы он сохранил нас, чтобы выросла сила, туда-то бежать, где снаряды не рвутся, хотя бы чуток в тишину окунуться, до тетиной хаты быстрее добраться, чтобы дети скорее перестали бояться, чтобы спрятались где-то и где-то согрелись, хотя бы картошки в дырах наелись. Но вдруг остановка, приехали, значит, но что-то не так, впереди кто-то плачет. Тихонько в дырочку я посмотрела, то лучше не видела и не глядела. Вокруг пораскиданы люди лежали, и плакали тихо, и громко стонали. Какие-то тети по кругу ходили, на санки скорее ребят уложили, быстрее добрались до первой избушки, в дом занесли, затопили теплушки, ребятам горилки налили по ложке, растерли быстрее и спинки, и ножки, нас с братиком чем-то накрыли горячим, нас позаботились, как же иначе. Пока возле нас старики хлопотали, все 3 родителей накрепко спали. И только под утро проснулись небоги, и целые руки, и целые ноги, а мама давно хлопотала у печки, на всех мамалыгу варила при свечке. Хозяйка убежала с картошкой в кошелке, с улыбкой поставила там, возле полки. Ведь матушку нашу округа все знала, она партизанам еду собирала. Там газетки где-то. Напечатали где-то мои там стихи в газетке. А я вот потом вчера написала про мои 70 лет. Белоснежным инеем зацвела черемуха. Это в этом году. Василечки синие дружно у подсолнуха напевали сказку мне о прекрасной юности.
Помогли моим стихам позабыть о старости. Белая черемуха, как весна душистая, как любовь прекрасная, нежная и чистая. Пролетела молодость, заросли дороженьки, не цветет черемуха, постарели ноженьки. И румянец выгорел, и глаза не светятся. Мне с прекрасной юностью никогда не встретиться. Инеем покрылась голова пушистая, но душа, как в юности, смелая и чистая. Валентина Андреевна, сядь, пожалуйста, на место. С макушки до пят спала ознобом, а температура рвалась изнутри. Но бредила я, что иду по сугробам, а свечка обмана мерцает, горит. Одето тепло, будто мальчик нанайский, и камузом пола широкий подбит. Там где-то огни, россыпь яблочек райских, но воет пруда, то ли волка валит. И ветер живой, как голодная стая пираний, вгрызается прямо в лицо. Но так сон колючих снежинок мотает, наверное, засыпало дом и крыльцо. А я пропотела, как словно бы в печке, самолела под крышкой и нечем дышать. На улице вьюги холодная течка, февральское поле спешит распахать. Я стихов читаю, ни разу не читала стихотворение про библиотекарш. Вот решила написать. Тонко пахнет дешевенькой пудрой, что сыпается с бледненьких щек этой старенькой женщины мудрой, словно яблочком сморщенной. Сизый дым легковесной прически, то ли облаком, тучкой навзрыд, на щеках впалых, в явных бороздках древнерусская женственность спит. А глаза, что на солнце слезятся, источают такое тепло, что к ней жалости негде бы взяться. Все достойно, смиренно, светло, блеклый вид, душкой стянуты губы, выцвел праздничный ранее наряд. Впечатление старости будет ветхий плащ, безвозвратно поля. Сколько сухоньких этих старушек, как затворницы библиотек, с нищей пенсией, в горстку полушек, коротают в провинциях век. Как в женщине-матери многое плачет, порой без рыданий, без видимых слез и даже без горя, на счастье, удачу, под говор весенних берез, когда те слезой на надломленной ветке сочатся, а все говорят, это сук. Слеза — это матери дерева метка, поранен растущий сынок. Мы к маме бежим без спасения от боли и, плача в подол, утешения ждем. Но маму расстраивать кто нам позволил, что мало ее бережем? Сомнения, тревога и боль, ожидания и вечные думы ее за детей. Ах, мамочка милая, не до свидания, все мы где-то рядышком с ней. Я не перечеркну, не вы. Пелагея Никифоровна, она такая любительница стихов, ей 92 года, всегда наизусть все помнит и нам читает. Просим, кто читает? Она учительница. Учительница, да. Я, конечно, больше читаю чужие стихи, люблю читать. Помню, мне кажется, с первого класса, как я начала рассказывать стихи, и рассказывать могу целые дни с утра до вечера, мой репертуар не кончится. Часто в клубе долгожителей просят меня, вот, Пелагея Никифоровна что-нибудь прочитает. И я стараюсь на каждый праздник
подобрать какие-то стихи, если нет у меня в запасе в голове, я с удовольствием еще в свой возраст беру стихи, понравившиеся стихи писателей или просто любителей, вот, например, из журнала ЗОЖ. Сама я, конечно, иногда приходит какое-то вдохновение, хочется что-то написать, но у меня, конечно, не очень уж получается в моем возрасте. Вот, например, перед прошлыми выборами захотелось мне в стихах поагитировать своих бабушек голосовать за Путина. И я придумала такие стихи. Я в день выборов за Путина пойду голосовать. Наши чаяния и наши чаяния, надежды он способен оправдать. Он талантливый и мудрый, патриот своей страны. Вот такие президенты нам действительно нужны. Доверяем мы ему, молодому, умному, поведет страну вперед он по пути разумному. Ура! Или братьев и сестер. Я с Лединки, но осталась одна уже. Вот пока жив мой был младший братец, у меня возникло такое желание написать ему в стихах письмо такое про себя и про него. Все прошло, пропали силы, умутился вздор. Уложила смерть в могилу старших братьев 4 сестер. Только лишь в родимой деревушке младший брат живет. День-деньской глядит в окошко, меня в гости ждет. Приезжаю я нечасто, через год и два, и начнем вспоминать все до позднего вечера с утра. Потихоньку пешеходом на погост пойдем, навестим родных могилы, погрустим, всплакнем. Я хочу, чтобы брат Валерий долго-долго жил, и меня, свою сестрицу, на родном погосте сохранил. И вот уже после смерти я закончила так. Ой. Я хотела, чтобы мой братик долго-долго жил, и мою свою сестрицу, и меня, свою сестрицу, на родном погосте сохранил. Не случилось, как хотелось. Умер братик мой, а я старшая сестрица остаюсь живой. Он покинул нас, горюю день и ночь я. Без него осиротела вся наша родня. Ну, стихи у меня, конечно, получаются не очень, а скорее у меня получаются частушки. Частушки, они даже, мне кажется, думать меня не заставляют. А при каждом удобном случае они сами лезут в голову. Например, в общем, собираю я грибки в лесу. Их столько, что одна семейка, не успеешь поднять голову, видишь другую семейку, невольно в голову идут такие слова. Украшения для леса, белые грибочки, вдоволь я насобираю для себя и дочки. А если, проходя мимо бескрайних наших болот, это еще севернее, здесь, по Коми республике и даже в Ленинском округе, видишь, во время, когда собирают морожку, в том другом конце стайки людей, и дети, и взрослые успевают собрать за короткий период эту морожку. Тоже в один миг у меня появилась такая, например, частушка. Так. Ягоды морожки нет вкуснее на свете. Собирают ее взрослые дети. А как часто случается так, что зайчик в лесу навещает, как говорится, тоже появляется вместе с тобой.
И вот в один раз, когда зайчонка пробежал, чуть ли не под ногами у меня появилась такая частушка. В перелесочке зайчонка по тропинке пробежал. Вдруг на миг остановился, мне удачи пожелал. А у него есть привычка такая, когда бежит, свистнешь, он остановится, а потом дает стрекача. Так, или просматривая фотографии своих учеников, а я учительница начальных классов, я своих учеников часто вспоминаю и люблю их как родных, а порой скучаю. А один раз, просматривая телевизор, выступал Жириновский, и меня возмутило его выступление. Он ратовал за то, чтобы мужчинам разрешили иметь нескольких женщин. Тогда, мол, не будет одиноких матерей и без отцовских детей. У меня тоже мгновенно появилась такая частушка. Многоженство узаконить Жириновский был готов. К счастью, мало оказалось в Думе мартовских котов. Объявила, я не надоела, конкурс на лучшую частушку. Пообещали приз телевизор. Я, конечно, уж не знала, что появится тысячи частушек там, но все-таки решила направить свои частушки на конкурс. Придумала штук, наверное, 20, а может и больше. А вот 3 послала с надеждой, может быть, заинтересует меня, хотя не заинтересовали мои, конечно, частушки. А частушки я такие составила. Снова надо было, чтобы слово «аиф» как в частушке было. Хотя бы одна частушка, но чтобы в каждой частушке было слово «аиф». Это было перед Новым годом, это десятилетие аиф было. С Новым годом вас, аиф, весь ваш дружный коллектив. Впредь еще смелее будьте, про правдивость не забудьте. Вторая. Подписалась на аиф, невзирая на тариф. Призываю всех господ подписаться на весь год. И 3 частушку, уже как бы прочительную. Телевизор от аиф мне во сне достался. Наяву же оказалось, свой, что был, сломался. Ну, спасибо за внимание. Но это не в очереди было сейчас выступление, конечно. Я, наверное, не в свои сани, друзья, попал. Видимо, кто-то до меня хотел выступить. Почему? Ну ладно. У нас уже почти все выступили. Раз ведущий разрешил, значит, дайте мне слово. Итак, что мне сказать о сегодняшнем дне, когда я пришел сюда послушать выступления многих и многих товарищей. Товарищи по нашему идейному оружию. Так сказать, стихи — это моя тоже стихи. Вот. Я очень рад, что попал сюда, в эту стихию, к моим братьям и сестрам. Вот. Считаю это очень даже приятно. Меня вот предупредили, секретарь предупредил, что обязательно приходите. Вот я и примчался. Хотя немножко опоздал, автобус ходит с Затона очень редко и поздно. Вот, ну ладно, это все, так сказать, вступление. Хочется отметить выступление предыдущего оратора. Что мне понравилось? Учительница начальных классов, а такой кругозор у нее. Поэтому я хочу, очень и очень хочу поздравить ее с этим знаменательным событием, как 92-летием прошедшим. Преподаватель Успехом, с успехом. о женщинах-учителях особо говорю. Они достойны этого, конечно. Учительницу первую свою я вспоминаю до сих пор сердечно. Берете с садика детей, и отозов даете им науки, испытывая горечи и муки, порой не досыпаете ночей. Из класса в класс, и так десятилетия, вы учите, не покладая рук, и вырастают ваши дети до кандидатов, докторов наук.
Характер педагогу сплав из стали, а выдержка железная нужна. Не потому ли очень мало мужчин пока идет учителя? Из всех профессий, что известны нам, я предпочтение отдаю учителям. Не прихоть это и не блажь. Они нам дали жизненный багаж. Молодец! Молодец, отлично! Предыдущему оратору. Спасибо. Молодец. Хорошо. Прозвучало. Дались чувству одиночества. Это неправда. В это я не поверю. Если есть желание, не надо быть одиноким. Надо идти в люди, идти в массы. Вот тогда ты не будешь одиноким. А так вот некоторые скучают, понимаете. Я стараюсь увидеть, что не сиди ты дома, черт подери. Смотри, на улицу выйди, посмотри, кругом люди, кругом народ, кругом весело, хорошо, нормально. О. По поводу этого у меня сложилось несколько стихотворений. Вот одно из них об одиночестве. Бывает одиночество награда, когда со смены возвращаешься домой. Откроешь дверь квартиры и, как надо, ты окунешься в сладостный покой. В ушах не слышно грохота турбин, прибора стрелки не мельтешат пред глазами. Один в квартире господин. Такая радость, посудите сами. Приятно лечь в прохладную постель, расслабив руки, ноги, плечи, и не скрипит соседа дверь. Я так спокоен и беспечен. Надеюсь, на свете одиночество другое. Вот от такого никуда не убежишь, что даже ночью нет покоя, часами долгими без сна лежишь. Была когда-то шумная семья, любимый муж, родные дети. Прекрасная жизнь была тогда. Цвела во всем одна на свете. Не стало мужа, умер он, а повзрослев разъехались и дети. В квартире будто тихий сон, ты словно бы одна на свете. Сидишь, задумавшись одна, рассеянно листая книги и газеты, напившись вдовье горечи до дна. В тоске живешь, какое лето. Тебе от рода 42, работа, дом твои маршруты, не ходишь больше никуда, и вдовьи не снимаешь путы. Почаще в обществе бывает, и в клуб для тех, кому за 30, о внешности своей не забывай. Тогда, наверное, случится. Найдешь того, кого так ждешь, о ком тоскуешь вечерами. Иначе ты с ума сойдешь одна за 4 стенами. А если хочешь, напиши в газету объявление. Найдутся славные вдовцы, тебе для объяснения. И в клуб для тех, кому за 30, а внешности своей не забывай, тогда, наверное, случится. Клуб. Наш клуб знакомства опять помещает объявление женщин таких. Одиночество их угнетает, грусть, тоска одолела их. Не спеша прочитав объявление, я веселым делался в миг. Интересные в них объяснения к нам, мужчинам, душевный крик. Не стесняйтесь, друзья, объясняйте. Расскажите только о всем. Вы в письме про себя объясняйтесь. Фотокарточку ушлите потом. Да учтите, это не просто. Выше среднего будьте вы роста. И к тому же без вредных привычек. Но с талантом сердечных отмычек. Чтобы внешности были приятны и фигуры вполне аккуратной. Обладая физической силой, в полном смысле будьте мужчиной. Объявления дают и мужчины. В общем, те же у них причины.
Одинокая жизнь надоела, а жениться – проблемное дело. Я хотел бы иметь такую. Одинокую, скромную, немолодую. Чтоб с квартирой была на все 5. Чтобы шить все могла и вязать. Чтобы спортом... Так. Чтобы была молода и стройна. Занималась бы спортом она. Чтоб от денег сбер книжки полны, а глаза бы под цвет черноморской волны. Чтоб блондинкой была, заплетенной косой, умываясь с утра луговою росой. Вот тогда бы она была молодец. Согласился бы с нею идти под венец. Всю жизнь от этого страдал. Из-за того, что ростом мал. А если выразить пережитое в километры, то расстояние до Луны планеты. Ах, как мне хочется поверить, что это счастье впереди, и на себе бы все проверить, прижав любимую к груди. Отдал бы ей тепло и ласку, и сердце пылкое свое, но нет еще такой для счастья. Пока не встретил я ее, не знаю, может быть и встречу такую женщину на жизненном пути, и на любовь ее, любовью ей отвечу. Так помогите ж мне ее найти. Стихи у меня не вошли. Я больше работал над прозой своей. Там первая половина повести, посвященная детдомовцам. В частности, детям, которых у нас сегодня воруют. Первую половину вы прочитали, и, наверное, вам очень хочется и вторую прочитать. Вот для этого мы и готовим сейчас уже 4-й сборник. А я вам прочитаю стихи, которые вошли во 2-й сборник. Они вошли и в газеты. Некоторые стихи вошли в альманах нашего литературного критика и поэта Андрея Канева. Называется он «Сыктывкар», альманах «Сыктывкар 2013». Песня о моей земле. Суровый климат Арктики дыхания, озера, реки, тундра и тайга. Из прошлого доносится предание, здесь были океана берега, где сказочный ягмор в тайге танцует, с ним хороводят ягель и сосна. Тепло и холод круглый год воюют, лишь в мае согревает нас весна. Бежит легко олень в просторы тундры, в мороз и стужу, и который век его ведет по жизни очень мудрый, веселый и бесстрашный человек. Я счастлив, что родился в коме крае, без юга все устраивает здесь, с метелью, с вербой, лед на сердце тает, соцветий сказки жизни и не счесть. И сколько же судьба нас не метала, по странам и морям, с лагуной в рай, душа всегда к себе зовет и звала. Суровый, нежный и родимый край. Без осени мы жить не можем. И вот как раз это стихотворение, посвященное осени, в частности рябине. У нас же город, очень много растущих рябин. Кто писал «Рябиновая роща»? Рябина пела и смеялась, в ответ ей солнце улыбалось. Услышав пение за окном, я был картиной поражен. Рябину обнимает город, ведь с ней ему не страшен холод. Снеги к рябине подлетал и гроздья красные ласкал. Рябина греет, освещает, своей палитрой восхищает, и ярко-красная ко мне приходит девицей во сне. Рябина улицы и скверы, соцветия любви и веры, и пусть забросит нас судьба, рябина в памяти всегда.
А если душу грусть овеет, Рябина нежностью лелеет. И вновь я слышу за окном, Рябина пела снегирем. И тем не менее, хоть и мы и не были на войне, получается иногда вот такое. Однажды на войне. На улицах мы видим иногда со свастикой на стенах слово «Хайль». Войну мы не забудем никогда. История позвала в свои дали. Когда пришелец родину топтал, коверкающим души сапогом, народ как мог своих детей спасал, где бомб не слышен был и свист и гром. У пограничных сел и деревень учитель школы, полный знаний, сил, через леса, болота, в ночь и в день детишек группу к жизни выводил. Сжигая на пути живое, вслед на танках гнал фашистский батальон. На третий день и под горой в рассвет учителя с детьми настигнул он. Сжигая, фашист детей в землянку посадил, где не росли сосна, берез и клен, где человек не жил и не ходил, там педагог был без суда казнен. Учитель дал наказ нам долго жить, спасение души дети обсуждали ночь. Подземный ход им удалось открыть, и от фашистов все бежали прочь. Пустырь, болото смерти на пути, и слышен догонявших танков звук, но так хотелось в дом родной прийти, что дети шли в болото, а не в круг. Где островок давно как будто ждал, где будто и теплом лесник согрел, фашист в болото нос свой не совал, но утром начинал уже обстрел. 25 июня 2013 года. Мы находимся в культурном коми-центре города Сыктывкара. Сегодня прошла презентация третьего сборника «Дорогой добра» клуба «Алый парус» общественного движения «Альтруисты. Оно сплав». Участникам сегодняшнего творческого мероприятия желаю, дай Бог, здоровья и дальнейших творческих успехов. Спасибо! Еще раз. Спасибо!